Утром просыпаюсь, а мой ребенок у меня перед глазами. Везде его вижу. Сегодня Зарина Юнусова живет в кишлаке Кандак вместе со своими родителями. Несмотря на то, что прошло уже 8 месяцев со дня смерти ее сына Умар Али, она до сих пор не может прийти в себя. Мало разговаривает и все время думает о погибшем ребенке. Постоянно спина болит, плечи, желудок, голова. Все болит. Зарина в глубокой депрессии, из-за этого постоянно болеет. Никакие лекарства не помогают. Только общение с родителями и с 8 младшими братьями и сестрами поддерживает в ней какое-то желание жить. Пусть отменят запрет. Она хочет к мужу. Сколько времени они не видели друг друга. Тоже из-за этого постоянно плачет. Сейчас она хочет только одного – вернуться к мужу и попробовать завести еще одного ребенка. Но сделать этого она не может. Въезд в Россию ей запрещен на 5 лет, и отменить его пока не получается. За 6 месяцев к нам даже никто не пришел, чтобы узнать, как мы живем. Поначалу приходили. Даже один раз отвезли Зарину в столицу, в МВД. Обещали помочь, квартиру выдать, но ничего не сделали. По словам Баргигул, матери Зарины, смерть Умар Али и горе их семьи никого не интересует. Ни собственное государство, ни многочисленные организации им ничем не помогают. А они сами не знают, что, например, нужно сделать, чтобы отправить дочь к мужу. Убили его, уронили, от голода умер. Мы хотим точно знать, по какой причине лишились внука. Ребенок не был больным, что бы там ни говорили. Посмотрите фотографии. Какой красивый. Новость о том, что Невский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконными бездействия следствия по делу о смерти 5-месячного Умар Али, в доме Зарины встретили спокойно. Они уже не верят, что удастся добиться справедливости, но согласны на эксгумацию тела, чтобы хотя бы узнать настоящую причину смерти. Сейчас мы находимся на кладбище Бубои-Вали, где похоронен маленький Умар Али. Найти его могилку здесь мы не смогли, все слишком сильно заросло. А табличка, как предупреждала мать, скорее всего уже стерлась, ведь она была сделана из картона. Сама Зарина по состоянию здоровья не смогла приехать сюда и указать, где похоронен ребенок. Несмотря на отсутствие надежды, родители Зарины уверены, что нужно продолжать бороться и почаще вспоминать случившееся, чтобы подобное не повторилось в чьей-нибудь семье. Ануш Эрвон, Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.